Ütü günden günde доктор. Салем, достар. Привет, друзья. Меня зовут Туяра, и вы на моем канале. Я родом из Якутии и уже несколько лет проживаю в Казахстане, и я от вас получаю прекрасную обратную связь. И была одна просьба рассказать побольше о себе, откуда я, о своей культуре. И я решила посвятить это видео именно украшениям, якутским украшениям, которые всегда со мной. И мы, наконец-то, кстати, я хочу ответить на вопрос, как различить и как узнать в толпе девушку из Якутии. Мои украшения, они не такие классические, и здесь не вся часть моих украшений. Также есть у меня много украшений из бисера, из конских волос и мельхиора и других металлов. Но сегодня я сделаю акцент именно на серебряных украшениях, как я говорила, и начну вот с такого повседневного, одного из самых моих любимых украшений в повседневной жизни. Это вот такой вот чорон. Это сосуд наш. И это на самом деле современная такая интерпретация национальном стиле. Я их очень люблю, они невесомые и уже вот смотрятся совсем иначе. Получился такой набор. На самом-то деле я их собирала по отдельности. Вот этот кулончик, это на самом деле, вот помните, были времена, когда очень популярны вот браслетики, Пандора, по-моему, называется, да, и вот такие тоже украшения сделали для браслетов, мне не понравились, но я их ношу как вот такой вот кулончик. И эти серьги, они классные тем, что они такие 3D, объемные и прям двигаются и так далее. Я еще поближе все это сниму. И чорон, именно усаха, это чорон, это у нас сосуд для кумыса. И он у нас участвует во всех обрядах, и в повседневной жизни. У нас вот стаканы есть в форме чорона, и вообще я фанат чорона. У меня большая коллекция чоронов, самых разнообразных, от дерева и до фарфора. Ну, это уже потом я еще покажу. Тоже один из самых таких простых, но распространенных и традиционных сережек. Чохун называется. Смотрите, как капелька, да? Мне очень нравится. Это, наверное, лучшая как бы покупка прошлого года. Я их специально заказала. Они такие, бывают разных размеров. Я взяла покрупнее. Видите? Вот так она смотрится. И они бывают вообще маленькие, бывают большие, еще больше, но именно вот этот размер мне подходит. И он такой для повседневной жизни особо как бы не бросается в глаза, но все это очень хорошо подчеркивается. И это тоже вот такой национальный элемент. Обожаю эти сережки. Вообще я обожаю все свои сережки. Теперь я хочу показать вам колье такое. Я сегодня, кстати, в черной одежде, чтобы оно серебряные украшения лучше смотрелись, как-то на таком контрасте. Вот. Это полностью ручная работа, и она один из самых старинных, наверное, украшений. Ее мне подарил супруг. Он точно не помнит, как у него она оказалась. И такое тоже очень лаконичное, простое украшение на каждый день. Вот так она смотрится. Ее еще можно по-разному комбинировать, то есть можно укоротить. Это тоже не традиционное, скорее всего, а стилизованное, но с другой стороны, это украшение скорее было создано на каких-то археологических находках, потому что вот такой он такой гнущийся, да, специально. И ее
наверное, начали где-то в 19-18 веке делать вот такие похожие украшения в таком. Возможно, здесь есть отпечаток какой-то славянской культуры, именно православной, потому что вот здесь есть какие-то кресты. Почти все якутские украшения, они такие, как сказать, не то чтобы трансформеры, да, трансформеры, мы любим практичные украшения, можно носить вот полную длину, роскошно смотрится, это у нас урага называется, тоже стилизация такая, урага это наш летний домик в Саелыке строятся вот такие берестяные урага, как вигвамы, да, наверное, может сказать, как у индейцев, но здесь я приложу фотографии, чтобы вы представили. Наши ювелиры вдохновляются именно вот всем, что видят. Вот это урага может быть листочек. Также здесь можно найти, увидеть, да, разглядеть Алкудукмас, это наше священное дерево. Тут тоже можно ветки какие-то разглядеть. Вот. Это вот первый вариант ношения. Она вот убирается и можно носить в повседневной жизни. Вот. Тоже вполне самостоятельное, самодостаточное украшение получается. И еще можно также внутри что-нибудь другое из других серьг прикрепить. Я их тоже ношу по-разному, когда хочется прям шикарно выглядеть, если по-простому. У нас, у Саха, священное животное – это лошадь. Мы называем себя Джахугей Оголоро, Джахугей Огото, да, и у нас вот бог лошадей, и он как бы очень много влияния имеет, и поэтому стараемся также вот это тоже современная интерпретация в национальном стиле. Я не скажу, что это прям традиционно. И вот такие серьги в национальном якутском стиле. Здесь конь с чапарахом, твердо стоит на ногах. Здесь я немножко тоже добавила свою интерпретацию. Я вообще как бы люблю что-то всегда менять, но тут вверх серьг у меня нету. Мне кажется, ее у мамы забрала, она вверх себе взяла и просто прикрепила сверху вот такие серьги. Это с бриллиантом, белое золото. И у меня получилась классная такая интерпретация того, что солнце светит над головой и освещает путь. Тоже в национальном стиле получается, как будто вот лошадь. И это когда вот ходишь, двигаешься, и как будто бы она тоже вместе со мной передвигается, идет, ходит вперед или летает. Вот. Такие у нас классные лошадки. Это очень оригинальные серьги. Тоже современная такая интерпретация, новинка. Я когда первый раз увидела в магазине, я просто обомлела от красоты и восторга. Очень красивые. Это у нас украшение украшения. То есть это сверху бастына, головное украшение. Вот она идет в середине с кругом. Это знак солнца. Вот. И внизу это у нас Линка Бихер. Вот это вот девушка. Женственность такая. Очень красивые серьги. Я сразу становлюсь такой озорной, женственной. Не знаю, вот каждое украшение, оно меняет состояние внутреннее. Я обожаю вот. Я их немножко редко ношу, но какие-то особенные моменты на события какие-то, или я просто такая игривая. Ухаживать за серебряными украшениями очень просто. Они у нас, конечно, чернеют, но их можно спокойно вернуть в первозданное состояние.
Это тоже современная интерпретация. У меня вот из традиционных у меня очень мало оказалось, я об этом думаю, кроме вот чухо, по-моему, все у меня такое прям на современный лад. Это тоже, это серьги называется корни, потому чтобы я не забывала свои корни, мне ее подарили мои сестры, когда я уезжала из Якутии. Ну, такое прям, в принципе, универсальное. Вот. И теперь еще перейдем к некоторым другим украшениям. Кстати, у всех саха, все саха мы носим обереги. Мы очень любим эти обереги, они всегда обычно бывают из серебра. Ну, логично же, да? Также мы используем обереги в наших машинах. Да, у всех машин есть свои такие обереги, мы их называем харасхал. Харасхал да бар болар, ну вот в машинах они висят, и вот так можно, кстати, узнать владельца машины, кто он. И вот в Казахстане, например, я даже вижу иногда якутские харасхалы машины, ты понимаешь, о, вот оказывается саха. Это вот такой орел. Это на самом деле тоже харасхал на машину, на вот машине у мужа была. И я недавно подумала, а почему бы и не носить вот так, как чокер. Вот. И сейчас нету никаких, в принципе, правил, что это обязательно должно быть украшение какое-то, и чтобы обязательно ее по предназначению носить. Почему бы не экспериментировать? А это тоже харасхал, такой, тоже лошади, джагавейдер. Это харасхал из моей машины. Я ее висела, я думаю, ну что она висит? Давай я ее попробую поносить. И она смотрится абсолютно шикарно. Это вот харасхал на машину. Но я ее решила вот так, как кулон, тоже носить. Она смотрится потрясающе. Я получаю очень много комплиментов. Вот даже мои земляки спрашивают, ой, какое классное украшение. И когда я сказала, что это на самом-то деле харасхал, они такие говорят, блин, действительно, можно же так носить, потому что харасхалы, которые на машины и так далее, они вот очень красивые, и каждый годом, по-моему, делают еще роскошнее. И тоже идея такая носить. Вот я ее ношу, вот такой комплект. Лошади, тут тоже лошадь. Вот так. Я не всегда мечтала, ну, мне кажется, вообще любая якутская женщина, даже не любая, а каждая вообще женщина, независимо от возраста, мечтает в таком комплекте. А теперь перейдем к самой жемчужине в моей коллекции. Это новое приобретение, новинка. Я в прошлом году на нее накопила, и еще там, в общем, мы скинулись, моя мама и так далее, и мне сделали вот такой классный подарок. Он тоже такой современная интерпретация, потому что она полностью трансформер, и есть несколько вариаций ее носить. Она как бы все равно вроде традиционная, но есть вот такая фишка, то, что ее можно по-разному носить. Это традиционное украшение линкебихер, но мы будем ее постепенно собирать. Это вот один из самых простых и первых вариантов. Вот такой. Ее можно в повседневной жизни тоже носить. Классно смотрится. Вот так. Теперь мы начинаем ее собирать потихоньку. Это вот второй вариант, как носить. Это тоже как будто бы чапарах, как будто это украшение для лошадей. Это вот как будто издалека же кажется, что это чапрах или двухголовая лошадь. Вот такой вариант. И ее можно постепенно тоже собирать. Продолжаем. Еще вот такой вариант. Можно вот так носить. Вот такой вариант тоже.
видите, сколько вариантов носки. Вот, это уже другой вариант получается. Видите, вот сзади у нас Калинка Бер уже рисуется. Вот такая красота. Теперь попробуем собрать полную вариацию, полный комплект. Нет, еще не полный комплект. Я когда первый раз увидела, мне всегда хотелось что-то особенное купить, которую я вообще люблю очень практичные вещи. И когда увидела вот такой трансформер, я поняла, что это вот она, именно то, что я хочу. Я не задумываясь, не раздумывая, сразу купила ее. Да, вот такой вариант ее еще можно носить. Можно добавить еще вот эту деталь. Это уже вот такое украшение получается. И даже это не окончательный вариант. Вот такой у меня комплект получился. Украшение. Давайте серьги тоже покрупнее наденем. Есть, кстати, подтвержденный факт, что невеста, сюктеркыс мы ее называем, к свадьбе может полностью одеться, это вот со всеми приданными, со всеми украшениями, ремнями, шубой, вот именно чисто украшений до 11 килограмм металла она может носить. Классно же, да? Я не пробовала такой вес еще носить, но вот такой вес, он и так уже достойно смотрится. Вот. И мы так наряжаемся на наш национальный праздник ИГ. Кстати, в Казахстане 7 июня будет. Третий год я об этом также сниму блог и вам покажу, расскажу. Вот. И это даже не окончательный вариант. По идее, здесь должен быть Калинка Бер. Ее нужно отдельно докупить. Я когда-нибудь накоплю и куплю еще украшения для спины. Тут это, конечно, не полное убранство, тут бы еще бюрер, это такие браслеты мне купить еще. Кстати, у меня колец с собой тоже нету, но я бы еще не отказалась от колец. И еще, что еще? Головное украшение. Вот мне тоже хочется. Ну и серебра. У меня есть, конечно, украшения другие, из мельхиора, например. Но сегодня мы уже о серебре говорим, поэтому вот. Я ношу ее вот так. Сзади смотрится таким образом. Это как доспехи. Якутские доспехи. Красота. Все это надела и чувствую себя роскошной, я чувствую себя королевой. Мне хочется каждый день так ходить. Кстати, в Казахстане во время Наурыза я в своих украшениях ходила тоже. Классно. Вот прям Далбар Хотун. Ну и возраст мой подходит именно к Далбар Хотун. Видите? Тут еще вот браслеты должны быть. Надеюсь, скоро будут. Калинка Бер тоже. И вот такое головное украшение, как бастына. Классно. Вот так она выглядит. Я иногда дома надеваю все свои украшения и хожу. У меня дети говорят: ты куда-то собралась? Ты куда-то собираешься пойти? Я говорю: нет, просто для красоты. Иногда я даже этих украшений готовлю. Но до такой степени мне хочется ходить в них часто. Я хожу в них еще, в театры, конечно же, да, какие-то вот мероприятия. Стараюсь тоже носить. Ладно, у меня что-то не получилось, я уже руки скользят. Но тут еще есть несколько других интерпретаций, я еще сама придумала. Их можно по-разному носить. Ну, даже вот так, если убрать середину, то будет уже по-разному. Тут вариаций около 10, по-моему. Даже вот так можно носить.
И вот так тоже носить. Она вот очень хорошо балансирует. Если спереди тяжело, то вот задний и линковер тоже вес оттягивает назад, уравнивает, поэтому ее по сути не замечаешь. Вот. Это знак солнца. Вот. Это солнце. Оно вот защищает. Ну и прям есть даже сказание о том, что вот Кызботур, да, это вот девушки-воины вот так носили. Окей, давайте еще варианты придумаем. Как еще можно носить украшения котские? Я вот по-разному все это каждый раз придумываю. Мне нравится что-то новое придумывать. Это такой прям пазл, и вот эта всякая стилизация, эта тема мне очень нравится. Теперь немножко пофантазируем. Вернемся к моему колье. Ее можно будет тоже носить. Почему бы и не носить как так? Головной убор. У меня, кстати, почти какая-то индийская тема, да? Ну, почему бы и нет? Пробовать. Ладно, как-то мне казалось, что это классно смотрится, когда у меня другие волосы были, волосы подлиннее. Игралась и придумала вот такую штуку. Соединила колье с моим цепочкой. Вот такая вот. И вот так. То есть ее можно носить вот таким образом. А сзади будет такой калинка бихер. Вот так. Ну, сейчас же мода такая на сатуары и так далее. А почему вот на спине? Почему бы и на спине вот так не украшать? Классно, да? Мне нравится. Я так походила один раз. Помните, я говорила, что почти все украшения, они у нас такие трансформеры. И можно менять. Помните? Вот так. Украшений есть серьги, которые, я помню, там без вспомогательной штучки не носить. Они прям огромные были, тяжелые. Я надеюсь, фотография, но прям вот с такими прям крючками, чтобы было легче носить. Можно еще вот так носить украшения. У нас вот эти же украшения можно найти и в бисере, из конских волос, еще из меди очень много. Украшений у меня когда-то тоже был комплект из меди. Очень такой роскошный набор был. В одно время я ее носила на выступление. Еще делают из бересты очень много украшений, потрясающие наборы создают. И современные вот мастерицы, я просто слов не хватает, у всех каждый раз новые какие-то украшения, новые задумки, из кожи делают, из замши делают. Я даже видела украшения из хатырыка. Хатырык это как сказать? Из... Забыла это слово на русском, как сказать. Ладно, я вспомню. В принципе, вот такие у меня украшения. Я когда-нибудь найду свою, выкопаю из своих вещей остальные украшения и смогу когда-нибудь снять полный обзор. И для завершения видео я все-таки собрала весь такой лук. И хочу сказать, да, то, что если вы вдруг в любой точке мира увидите девушку в красивых, прям утонченных серебряных украшениях, сережках, то знаете, что это девушка Саха. И вот как можно нас различать. Мы Саха любим все, вот такие украшения. Спасибо большое за видео. Если она вам понравилась, пожалуйста, оставьте лайк, поделитесь вашими впечатлениями, расскажите о своих национальных украшениях и подписывайтесь. Я прям получила сама удовольствие, рассказывая, показывая свои украшения. И буду рада вашей обратной связи. Махтанабын, Корсахадеви. Yay!